В ближайший час расскажем о самых заметных экономических, спортивных событиях, мировые новости и многое другое. И начнем с курса валют, который Центробанк установил сегодня. Курс доллара составил 63 рубля 22 копейки. Евро остановилось на отметке в 70 рублей 42 копейки. Касаемо обмена доллара, в Якутске по лучшей цене покупает Восточный банк за 62 рубля 56 копеек, а продает Россельхозбанк за 62 рубля 99 копеек. Ставки по обмене евро выгоднее всего у Восточного банка. Покупает за 70 рублей 10 копеек, а продает за 70 рублей 39 копеек. Атомный ледокол проекта 222-20 «Арктика» вышел на ходовые испытания в Финском заливе с причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Главная цель первого этапа испытаний – проверка хода ледокола от резервных дизельных генераторов. Специалисты проведут проверку балластной системы, навигационного оборудования, системы жизнеобеспечения, якорного оборудования и спуска судов. Первый этап будет проведен в Финском заливе и продлится 4 дня. По данным руководителей проекта, ледокол передадут заказчику в мае 2020 года. Материнский капитал разрешат направлять на покупку жилья через счета эскроу. Соответствующий документ разработали в Минстрое России. Согласно новому нормативному акту, средства или часть средств материнского семейного капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение или строительство приобретаемого строящегося жилого помещения. Напомню, что в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий норму о переводе средств материнского капитала на счета эскроу для приобретения жилья и направленном также на защиту прав дольщиков при банкротстве застройщика. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации Минских соглашений. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, чем закончились переговоры? Сергей, приветствую. Все эти переговоры традиционно и очень ожидаемо закончились очередным витком санкций в отношении России. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Лидеры стран-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение продлить экономические санкции в отношении России. Об этом на полях саммита сообщил представитель Евросовета Барент Лейц. По его словам, санкции, действие которых истекает 31 января 2020 года, будут продлены еще на 6 месяцев. Решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины. Напомню, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Введен запрет на въезд в страны Евросоюза для должностных лиц из России, заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что первое полугодие 2020 года будет сопровождаться слабой инфляционной динамикой в России. Мы уже во многом потеряли первое полугодие. Слабость потребительского спроса – это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года. Инфляция на конец года, по нашим оценкам, опустится ближе к 3% и упадет до 2,5% в первом квартале следующего года, заявил Орешкин. Также он добавил, что в России есть проблемы с совокупным спросом на товары длительного пользования. Орешкин в целом отметил плохую ситуацию и на рынке труда. Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Эксперты-аналитики консалтингового агентства «Вайган Консалтинг» изучили налоговую нагрузку в нефтяной, газовой и других сырьевых отраслях России, а также проанализировали банковскую и телекоммуникационную сферы. Они установили, что если бы власти повысили налоги для всех сырьевых отраслей России до уровня нефтяной, то с 2014 по 2019 год они могли бы получать дополнительно от 800 миллиардов до 1 триллиона 300 миллиардов рублей в год. Поступление от банковской и телекоммуникационной сфер можно было бы увеличить на 450 и 115 миллиардов рублей соответственно.
Завершился финал совместной акселерационной программы Сбербанка и 500 стартапов. Одним из победителей финала стал резидент IT-парка Якутск, компания Bunter Life с проектом видеостримингового сервиса с торговым модулем, позволяющим пользователям покупать товары в видео без переходов на другие страницы. Компания Bunter Life получила дополнительные инвестиции в размере 4 миллионов рублей к уже выданным 6 миллионам. Кроме этого, компании заинтересовались и официально высказали интерес к сотрудничеству крупные холдинги, такие как Билайн, МВидео и РБК. Ребята выиграли также приз зрительских симпатий по количеству приглашений на переговоры. Сегодня в столице региона в точке кипения IT-парка Якутск начался 5-й форум инноваторов. Он собрал активных якутян, которые своими проектами меняют нашу реальность к лучшему. Гостями форума стали эксперты из Москвы, Екатеринбурга и Нидерландов. Каждый такой форум посвящен определенной теме. И сейчас на прямой связи со студией из точки кипения наш корреспондент Юлия Михайлова. Юлия, приветствую. В какой тематике посвящен нынешний форум новаторов? Иван, добрый день. Итак, 5-й юбилейный форум новаторов проходит в точке кипения IT-парка столицы. Я напомню, что первый форум прошел в 2015 году и был посвящен взаимодействию социума, медиа и, в общем, второй форум был посвящен городской среде, третий форум трансформации территории и тема нынешнего форума «Будущее здесь». Участники форума – это представители исполнительной власти, это представители городской окружной администрации, некоммерческих организаций, представители бизнеса и журналисты. Говорят о чем? Говорят о том, что как важно использовать опыт прошлых лет для того, чтобы двигаться к успешному будущему. Спикерами нынешнего форума являются гости, которые приехали из Екатеринбурга, из Москвы и из Нидерландов. И вот одна из гостей – это предприниматель из Москвы Анна Шохина. Кстати, она побывала во всех регионах практически нашей страны и познакомилась с потенциалом бизнес-идей практически, в общем-то, всей страны. И вот что она отметила, с какой именно целью она приехала к нам на нынешний форум. Который помогает стартапам уходить на глобальные рынки, стартапам с постсоветского пространства. И мы присутствуем в 38 странах и больше, чем в 40 регионах России. В первую очередь мы рассматриваем стартапы, которые имеют потенциал выхода на международный рынок, на другой не российский, то есть их продукция или сервис предполагает выход на глобальный рынок и продажу на других регионах и мировых. Второе, чтобы это был начальной стадии стартап, который уже подтвердил, с одной стороны, своими продажами необходимость своего продукта, но при этом еще не имеет большого количества инвестиций, потому что мы, с одной стороны, помогаем ему найти клиентов в Лондоне, Берлине и других городах и странах, а с другой стороны, инвесторов. А для инвесторов очень важно, чтобы инвестиций в стартапе было меньше, чем 1 миллион евро. В эти минуты проходит стратегическая сессия «20 век». Как важно использовать опыт прошлого для того, чтобы двигаться в будущее. И один из спикеров – это архитектор из Нидерландов Кис Донкерс. Он выступит с лекцией, он расскажет о том, как преобразована городская среда в его родном городе Эйндховене в Нидерландах, о том, как были использованы производственные площади, не только производственные площади, но, в общем, заброшенные огромные территории от компании, которая оставила производственные площади и перевела все свое производство туда, где дешевле. И это не только такие какие-то там склады некие, это заброшенные церкви в том числе. И вот молодые архитекторы собрались и решили, как использовать эти территории для того, чтобы сделать более комфортной городскую среду для своих горожан, но и для гостей. Еще завтра пройдут лекции о том, как вообще сегодня обучаться тому всему новому для того, чтобы чувствовать себя более уверенно с точки зрения бизнеса. Также будут говорить о том, какие профессии вообще актуальны в будущем. В данном форуме могут принять участие все желающие, присоединиться, прийти послушать, посмотреть. В общем, форум открыт для всех. Он продолжает свою работу. Иван.
Юлия, благодарю. Напомню, на прямой связи со студией с точки кипения с форума инноваторов была наш корреспондент Юлия Михайлова. И продолжая тему стартапов, не стоит бояться потерпеть неудачу. Именно этому учит игрушка, разработанная канадской компанией 21 Toys. Причем учить она может всех, от детсадовцев до директоров крупных компаний. Подробности в репортаже «Рейтер» рассказывает Елена Настровская. Опять не получилось? Прекрасно. Попробуем еще разок. Базирующаяся в Торонто компания 21 Toys поставила своей целью научить людей не бояться неудач. Разработанная ими игрушка Failure Toy призвана показать человеку, что нет ничего страшного или постыдного в отсутствии немедленного успешного результата. Напротив, утверждают создатели, каждая неудача – возможность практиковаться и тренировать свои навыки, учиться чувствовать друг друга и сотрудничать. Такого вы не найдете в пособиях, убеждена основатель компании Илана Бен-Ари. Такие навыки, как эмпатия и умение справляться с неудачами, необходимы в работе. Но после детского сада нас никто этому не учит. Так что я разработала игрушки, которые помогают наверстать эти навыки. Мне нравится думать, что с помощью игрушек мы можем людей любого возраста научить не бояться слова на букву «Н» от 6-леток до гендиректоров. Игра рассчитана в первую очередь на командную работу. Правила просты. Главное, в течение 5 минут найти баланс, устанавливая предметы различных форм на деревянный обод. Остальное зависит от вас и вашей команды. Насколько вы амбициозны в сооружении конструкции или насколько устойчивой хотите ее сделать. Ведь каждый раз, когда все рассыпается, вы теряете очки. Но чем больше деталей вы задействуете, тем больше очков получите. Это простой и элегантный способ за 5 минут почувствовать, как ты умеешь принимать риск, действовать в условиях соревнования, каковы твои ожидания от окружающих и как ты справляешься с неудачей. Илана убеждена, что мириться с неудачами и не бояться их – необходимые умения для каждого. В музыке и спорте неудача называется практика, а в образовании нет другого слова, только неудача. Предыдущая разработка компании «Игрушка, обучающая эмпатии» стала невероятно успешной. Ее постоянно используют в 100 с лишним школах и офисах в 45 странах. Failure Toy пока доступна только для предзаказа. Выпуск назначен на следующее лето. Ну а на этом у меня пока все. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, ну а как будут развиваться события в мире финансов, обязательно расскажем в следующих выпусках. Я передаю слово тебе. Иван, спасибо. А мы идем далее и переходим к мировым новостям. Решается судьба Брексита, выхода Великобритании из Европейского Союза. Сейчас в Британии проходят внеочередные парламентские выборы. Подробнее расскажет Никита Конев. Жители Британии в четверг пришли на избирательные участки. В стране выбирают членов палаты общин. По всему королевству открыты 40 тысяч избирательных участков. Они будут работать до 10 вечера. По итогам голосования будет распределено 650 кресел. От партии, которая наберет большее количество мест, зависит судьба Брексита. Именно затяжной политический кризис, связанный с выходом Великобритании из Евросоюза, и стал причиной этих выборов. Депутаты не смогли договориться насчет соглашения с ЕС, и парламент распустили. Жители Лондона признаются, они уже порядком устали от неопределенности. Честно говоря, я немного расстроен, что приходится вернуться. Кажется, всего 5 минут прошло с прошлых выборов. И если уж на то пошло, мы отступили, а не продвинулись вперед. Я думаю, многие люди с трудом находят партии, с которыми они идентифицируют себя, или которые должным образом представляют полный спектр их собственных взглядов. Вокруг нас ложь и преувеличение. Публику считают глупой. Кажется, я никогда так часто, как в этом году, не орала на радио и телевизор. Вы нас за идиотов держите? Лидеры основных британских партий уже проголосовали. Глава консерваторов и действующий премьер Борис Джонсон привел на участок свою собаку. Его главный конкурент Джереми Корбин из лейбористов по пути неожиданно столкнулся с Элмо, персонажем детской передачи. Чего тот хотел от оппозиционного политика, осталось неизвестно. Первые результаты выборов станут известны в пятницу. По данным опросов, победу могут одержать консерваторы.
Комиссия ЮНЕСКО проверила состояние узкоколейной железной дороги в предгорьях Гималаев. Она построена в начале прошлого века для военных перевозок и транспортировки администрации Британской Индии в летнюю столицу Шимлу. Дорога считается памятником материальной культуры и внесена в список всемирного наследия. Подробности у наших коллег. Игрушечный поезд курсирует по узкоколейке Калка-Шимла уже 116 лет. Построенная во времена британского владычества в Индии, дорога предназначалась для военных и хозяйственных нужд, а также пассажирских перевозок. Она составляла заключительный отрезок пути, по которому колониальная администрация добиралась из Калькутты в летнюю столицу Шимлу. Система горных железных дорог Индии, возникшая в конце 19-го, начале 20 века, признана памятником инженерного искусства и внесена в список всемирного наследия. В среду узкоколейку посетила комиссия ЮНЕСКО. О цели инспекции рассказала представитель организации по странам Азии и Тихого океана Нао Хаяси. Мы приехали, чтобы осмотреть некоторые элементы, которым может потребоваться внимание специалистов по реставрации. Как сказал директор дороги Адитья Шарма, обошлось без серьезных замечаний. Указания касались защиты от постороннего вмешательства и поддержания материальной части в аутентичном состоянии. Оборудование должно оставаться в первозданном виде, чтобы соответствовать охранному статусу ЮНЕСКО. Протяженность линии почти 96 километров, ширина колеи 762 миллиметра. В списке всемирного наследия значатся 3 горные железные дороги Индии. Угроза здоровью в жидкостях для вейпов крупнейших производителей есть вызывающие болезни легких вещества – токоферола ацетат. Подробнее в материале наших коллег. Власти Южной Кореи сообщили, что обнаружили в составе жидкости для вейпов, то есть электронных сигарет, токоферола ацетат. Это вещество может быть связано с заболеваниями легких. Исследование заказало Управление по контролю качества продуктов и лекарств после того, как стало известно о нескольких случаях заболеваний после курения электронных сигарет в США. Вещество нашли в продуктах, произведенных американской фирмой Juul Labs и южнокорейской KT&G. В обеих компаниях заверили, что ни в одной из их разработок токоферола ацетат не используется. Власти подчеркивают, что в составе жидкости для вейпов не нашли тетрагидроканнабинол, одну из составляющих конопли. Именно его воздействие считают причиной возникновения болезней в США. Южная Корея входит в число лидеров рынка электронных сигарет, хотя в стране куда популярнее устройства, заставляющие тлеть табак, а не вейпы, работающие на жидкости. А в Нью-Йорке полным ходом идет подготовка к празднованию Нового года на Таймс-сквер. На площадь доставили цифры следующего десятилетия. Подробности у Елены Островской. Нью-Йорк готовится ко встрече Нового года. 31 декабря на Таймс-сквер соберутся сотни тысяч людей, чтобы хором провести обратный отсчет и увидеть, как загораются цифры 2020. Новенькую двадцатку в среду торжественно завезли на площадь, чтобы поднять на здание One Times Square. Больше 110 лет люди завороженно наблюдают, как огромный светящийся шар спускается по флагштоку на крыше небоскреба к номеру наступающего года. Свой путь он завершит ровно в полночь под яркие фейерверки и радостные крики. Президент компании, занимающейся организацией празднования, Джеффри Штраус, восхищен тем, что люди из года в год следуют этой традиции, берущей начало в морской практике. И мы продолжим делать это в следующем десятилетии, и в следующем веке, и в следующем тысячелетии. Это часть культурного наследия Америки. Больше 180 миллионов человек ведут обратный отсчет вместе с нами. И это потрясающе. С 1907 года, когда первый шар спустился на здание One Times Square, этой традиции пришлось изменить лишь дважды – в 1942 и 1943 годах из-за светомаскировки в разгар Второй мировой войны.
Далее вернемся в наш регион. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. Продолжит тему мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Да, Сергей, здравствуй. По версии следствия, мужчина несколько месяцев назад специально приехал в Якутск для торговли наркотиками. Он оставлял их в тайниках, но до того, как они дошли до потребителя, их задержали полицейские. Сейчас мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Нервный мужчина разбил телефон своей знакомой. Женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что подозреваемый приехал в Якутск из близлежащего района и не имеет постоянного места жительства в городе. В день происшествия он пришел к своей знакомой домой, но из-за того, что было раннее утро, никто долго не подходил к двери. Когда хозяйка квартиры все же впустила его, тот начал предъявлять ей претензии из-за того, что она долго не открывала ему. Во время возникшей ссоры женщина сообщила, что собирается позвонить в полицию. Тогда злоумышленник выхватил из ее рук смартфон и разбил его об стену, после чего покинул квартиру. За свою выходку мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Нерингуринские врачи-наркологи бьют тревогу. На прилавках магазинов южной столицы появился никотиносодержащий продукт, который оказывает вредное влияние на все системы организма. Буквально вчера силами правоохранителей и Роспотребнадзора прошел рейд, в ходе которого было досмотрено 14 торговых точек и изъято из оборота 186 упаковок никотиносодержащего продукта. О том, как данное вещество попадает на прилавки и какую скрытую угрозу несет в себе, на месте попытается разобраться наш коллега Сергей Козюра, который находится на прямой связи. Сергей, добрый день, тебе слово. Да, Юра, приветствую тебя. Вот ты знаешь, я тут представил, как бы я начал данный стендап под действием этого вещества. Наверняка, закатив бы глаза, считал розовых слонов, воображая себя турбобоем. Ну так это я, взрослый человек, предпочитающий классику, 25 водочки под борщичок. Ну а что происходит с организмом подростка? Наверняка многие уже видели из видеоролика, который гуляет в социальных сетях. Так вот, насколько легальна продажа этого вещества на прилавках Нерюнгри, мы узнали у главного врача Роспотребнадзора по Нерюнгринскому району Сергея Воробьева. И вот что нам сказал по этому поводу. Такая продукция, она не регламентируется ни законом о табакокурении. Если снюс, то есть табакосодержащая продукция по определению данного закона, он полностью запрещен для реализации, для оборота в Российской Федерации частью 8 статьи 19 данного закона, то вот эта продукция, которая табака напрямую не содержит, а содержит только вытяжку никотина, либо химический никотин чистый, она уже под определение данного закона не подпадает. Соответственно, ее реализация на территории Российской Федерации не запрещена. Ну так вот, а какое пагубное воздействие, прежде всего, на здоровье, тем более ребенка, возымеет это вещество, мы узнаем сейчас у заведующего наркологического диспансера по городу Нерюнгри Костарева Петра. Петр Юрьевич, добрый день, вам слово. Ну, это никотиновые смеси, которые оказывают пагубное воздействие, потенциально опасно для здоровья детей и подростков. Тем более психика детей не сформирована. Приносят пагубное воздействие, прежде всего, это слизистая полость рта, на желудочно-кишечный тракт с повышенной кислотностью. Но самое главное, это воздействие на центральную нервную систему, вплоть до провоцирования различных судорог и на дыхательный центр до остановки дыхания. И нарушение психической деятельности. Это нарушение поведения, повышенное настроение и плюс сексуальная расторможенность. А вот на этой неделе, на той неделе нам обратились родители с 3 подростков именно с этими симптомами. Мы провели им диагностику и выявили на этом никотиновая зависимость. Хотя в таком возрасте такие дозы никотина не должны были превышать. Петр Ильич, спасибо большое. Ну, надеюсь, что данная информация оказалась весьма полезной. У меня все к этому часу. Юра? Да, Сергей, спасибо большое. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент из Нерюнгри Сергей Козюра. В Якутии в отношении сразу 2 матерей ведутся расследования. Случаи произошли в разных уголках республики, но объединяет их одно. Обе женщины не выполняли свои основные обязанности и не заботились о своих детях. Подробности в следующем материале.
11 декабря на личный номер начальника службы участковых поступил тревожный звонок. Работник администрации сообщила, что недалеко от метеостанции «Восточная», находящейся на границе с Эмиконским районом, вероятно, погиб ребенок. Участковый срочно позвонил на метеостанцию и выяснил, что около 5 утра к ним прибежала заплаканная женщина из ближайшего оленеводческого стойбища и попросила о помощи в розыске потерявшегося 6-летнего ребенка. Часть работников метеостанции выдвинулась на поиски мальчика. Одна из работниц сообщила в районную администрацию и оставалась на связи. Получив информацию, участковый немедленно проинформировал о случившемся дежурную часть. На место происшествия, расположенное в 270 километров от поселка Хандыга, выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета и полиции. Также с правоохранителями выехали сотрудники районной администрации. Из населенного пункта «Теплый ключ» в оленеводческое стадо были направлены дорожные работники для прочесывания местности вокруг метеостанции и находящегося в 7 километрах от нее кочевья оленеводов, откуда и пропал мальчик. Прибыв на место, следственно-оперативная группа опросила 37-летнюю мать для уточнения обстоятельств пропажи ее малолетнего сына. Выяснилось, что отсутствие ребенка в кочевье женщина обнаружила после протрезвления, которому предшествовали 2 суток распития алкогольных напитков. Поисковая группа прочесывала склоны близлежащих гор и тайги. Пробирались к каждому предмету, отдаленно похожему на силуэт лежащего на снегу ребенка. Затем в ходе опроса мать вспомнила, что в стойбище ее навещал родственник. Полицейские связались с другим оленеводческим хозяйством и выяснили, что, к счастью, ребенок находится там в безопасности. В настоящее время мальчик направлен в реабилитационный центр для несовершеннолетних в поселке Хандыга. Сейчас в отношении матери проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не менее страшная ситуация сложилась в Сунтарском районе. В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По сообщению прокуратуры, мать 6 несовершеннолетних детей ранее 7 раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родителям несовершеннолетних обязанностей по его содержанию и воспитанию. Также неоднократно привлекалась к ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В отсутствии дома матери, ее должной заботы, все 6 детей неоднократно поступали в Сунтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Она не обеспечивала их сезонной одеждой, школьными принадлежностями. При выезде с ребенком с ограниченными возможностями здоровья на обследование в Якутск она оставляла его в лечебном учреждении без указания своих координат, злоупотреблением в дальнейшем спиртными напитками. В настоящее время, по заявлению органа опеки и попечительства, мать лишена родительских прав. Дети переданы под опеку. Отец детей по приговору суда отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима. В Намском районе поймали угонщика. В полицию обратилась хозяйка машины. В течение нескольких часов после сообщения об угоне автомобиль был обнаружен, а подозреваемый был установлен. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 27-летний мужчина. Выяснилось, что вечером женщина приехала в соседнее село к родственникам. Припарковав автомобиль, она оставила его заведенным двигателем. При этом женщина не заперла двери, так как оставила брелок от сигнализации дома. В это время мимо проходил подозреваемый. Он подошел к автомобилю и обнаружил, что он не заперт. Воспользовавшись этим, злоумышленник свободно проник в салон и уехал на чужой машине к своей знакомой. Через какое-то время автомобиль был обнаружен инспекторами ГИБДД возле многоквартирного дома, где в одной из квартир находился сам подозреваемый. Машина возвращена хозяйке в исправном состоянии, а вот мужчине грозит срок до 5 лет лишения свободы. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, ну а к этому часу у меня вся информация. Я продолжу следить за событиями. Юра, спасибо. Мы идем далее. Ростовчанка Анна Круду открыла приют для бездомных хорьков. С каждым годом на улице оказывается все больше этих животных. Их выбрасывают люди, не справившиеся с содержанием хищных зверьков. Подробнее в следующем материале. Эти хорьки живут в приюте «Хвостик» в Ростове-на-Дону. Мода на маленьких хищников обернулась бедствием для многих из них. Не справившись с содержанием и уходом, люди избавляются от ставших неугодными питомцев, часто попросту выбрасывая их на улицу. Явление приобрело характер едва ли не эпидемии.
говорит ростовчанка Анна Круду. И после того, как началась вспышка отказных животных, брошенных много, больных, ненужных хорьков, то с 2017 года пришла к выводу, что нужен все-таки приют. Некоторые воспитанники «Хвостика» нуждаются в помощи ветеринаров и получают ее. Затем наступает черед поиска нового дома для них. Подбор будущего владельца – дело непростое и ответственное, говорит Круду. Ведь от понимания особенностей хорьков зависит их благосостояние и продолжительность жизни. Если это на подарок кому-то или еще какие-то непонятные ситуации, естественно, это будет отказ. Это сразу же безоговорочно. На то, чтобы пристроить животное в хорошие руки, уходит от недели до полугода. Помогают социальные сети. Через них хорькам ищут приемные семьи. Продают и покупают необходимые лекарства и оборудование для содержания животных. Несмотря на обилие снега в Кемеровской области, пес по кличке Марти не унывает и трудолюбиво прокапывает тропинку через сугроб. Старания Марти увенчались успехом. Им с хозяином удалось пройти к менее заснеженной местности. К слову, кличку свою пес получил отнюдь не случайно у местного медика Павла. Он появился 21 октября 2015 года. Именно такая дата была выставлена на счетчике машины времени, когда главный герой фильма «Назад в будущее» Марти Макфлай отправился вперед во времени. По данным Кемеровского гидрометцентра, в Таштагольском районе выпало 47 миллиметров осадков. В результате снегопада многие дороги в Шерегеше заблокированы, образовались пробки. С сугробами не справляется снегоуборочная техника. Людям приходится буквально выкапывать машины. Несмотря на санкции ВАДА, Международная федерация плавания намерена оставить российской стороне права на проведение чемпионата мира по водным видам спорта. Подробнее расскажет Полина Долинская в новостях спорта. Полина, приветствую. Окончательное ли это решение? Здравствуй, Сергей. Вот среди санкций исполкома Всемирного антидопингового агентства, объявленных на этой неделе, есть пункт о лишении России права на проведение крупнейших международных соревнований в ближайшие 4 года. Ранее Международная федерация плавания дала Казани право на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который запланирован на 2022 год, и чемпионат мира по водным видам спорта, который состоится в 2025 году. Как сообщил член бюро Международной федерации Владимир Сальников, контракты уже подписаны. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Футбольный клуб «Краснодар» проиграл испанской «Хетафе» в гостевом матче 6-го тура группового этапа футбольной лиги Европы. Встреча группы «С» завершилась поражением Краснодара со счетом 0-3. В составе «Хетафе» голы забили на 76-й минуте Леандро Кабреро. Также отличился Хорхе Молина на 78-й минуте и Роберт Кеннеди, 86-я минута матча. Краснодар набрал 9 очков, занял 3-е место в группе и завершил выступление в Лиге Европы, не сумев пробиться в плей-офф турнира. «Хетафе» вышли в 1/16 финала турнира. Баскетболисты «Реала» победили «Олимпиакос» в матче 13-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 93-77 в пользу хозяев. В составе «Реала» самым результативным стал Хабьен Казер, набравший 18 очков. У греческого клуба по 12 баллов в активе Уилла Черри и Александра Везенкова. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в Краснодаре. Спортсмен рассказал о дальнейших планах. Ближайший его бой состоится 18 апреля в Нью-Йорке. Его противником станет американец Тони Фергюсон. Также не обошлось и без вопросов о повторном бое Нурмагомедова и Макгрегора. Кто будет драться, я принимаю уже решение. Так что я думаю, что чтобы встретиться, ему надо сперва гонять вес 70 килограмм и сделать, как я сделал, чтобы за пояс подраться 10 боев победной серии. Тогда мы подумаем о реванше. А пока выигрывают второсортных бойцов, которые с 10-7 проигрывают и драться в 77 и заслужить 70 килограмм пояс, пока я там буду, такого не будет. В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Колорадо обыграл Филадельфию. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе Колорадо шайбы забросили Мэтт Калверт на 6-й минуте и Мико Рантанен, 37-я и 43-я минута матча. Российский форвард Колорадо Валерий Нечушкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Калверта. У Филадельфии отличился Клод Жиро. Колорадо занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 31 матче
матче. Филадельфия идет пятой на Востоке, имея в активе 39 очков после 31 встречи. В следующем матче Колорадо 14 декабря на домашней площадке примет Нью-Джерси, а Филадельфия днем позднее в гостях встретится с Миннесотой. В стенах училища Олимпийского резерва города Якутска прошел первый республиканский конкурс профессионального мастерства тренеров и тренеров-преподавателей по вольной борьбе. Впервые конкурс проходил по определенному виду спорта. После первого опыта конкурс станет традиционным. В этом году конкурс был посвящен 70-летию олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Участие принимали 6 тренеров со всей республики. Тренер – это вообще самый такой главный человек, именно, я считаю, это именно в воспитании нашего подрастающего поколения. Самое главное – это воспитать достойного гражданина своей страны. А в преддверии Кубка Республики среди юношей и девушек 2004-2006 года рождения юные дзюдоисты проводят ежедневные тренировки на учебно-тренировочных сборах в стенах училища Олимпийского резерва. Более 50 спортсменов в весовой категории от 46 до 90 килограммов у парней и от 40 до 76 килограммов у девушек готовятся к важному этапу в этом виде спорта – отбора в состав команды на Игры «Дети Азии», который пройдет уже в 2020 году. Задача готовить Олимпийский резерв. Это касаемо глобального вопроса. А так, конечно, надо достойную команду выставить к Играм Дети Азии. Почему? Да, потому что именно вот за счет того, что у нас есть вот эти Игры Дети Азии, мы и можем вот детей мотивировать. У детей появляется возможность выезжать за пределы республики, да, на различные тренировочные сборы, соревнования. Вот, поэтому основной такой мотиватор – это Игры Дети Азии. Вот. Уже остался полгода буквально до игр. Правда, мы не знаем, где она пройдет, но надеемся, что это определится в ближайшее время. На этом у меня все. Будьте в курсе новостей спорта на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Это была Полина Долинская с новостями спорта, а мы идем далее. Сегодня в Якутске состоялась масштабная литургия, в которой приняли участие порядка 50 православных служителей Якутии. Богослужение провел сам архиепископ Якутский и Ленский Роман. Оно проводится обязательно перед каждым епархиальным собранием в рамках республиканских рождественских чтений. В этом году они 15-е по счету. Сегодня в рамках чтений в семинарии пройдут лекции и семинары. Напомню, тема этих рождественских чтений посвящена 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны. А торжественное закрытие состоится сегодня вечером. Завершит чтение концерт духовной музыки симфонического хора Государственной филармонии. А тем временем открыли свои двери владения Деда Мороза в Якутске. Самый настоящий дом Деда Мороза расположился в этнокомплексе «Усадьба Атласовых». Сегодня к главному зимнему волшебнику в гости пришли дети с ограниченными возможностями здоровья. На месте работает Саргалана Федорова. Саргалана, приветствую. Расскажи, как проходит праздник, чем Дедушка Мороз удивил детишек. Приветствую, Сергей. Чтобы повидаться с Дедом Морозом, вовсе не обязательно отправляться за тысячи километров. В этом сегодня убедились ребята. Мы в гостях у Деда Мороза. Его дом – это действительно сказка. В него сегодня позвали ребят из некоммерческой организации «Наши солнышки» и воспитанников инклюзивного центра «Ребус». Их встретил Дед Мороз, Снегурочка и их друзья. Сказочные персонажи с первых минут увлекли ребят в удивительный мир. Ну и ребята тоже подготовились тщательно. Они позаботились о костюмах, подготовили стихи, песни. И дедушка тоже вручит им подарки в конце. В мастерской Деда Мороза ребята смогли помочь дедушке смастерить елочные игрушки. Сейчас для них цветовое шоу показывает Снегурочка. Проект «Дом Деда Мороза» заработал в этом году. И на что он нацелен, нам расскажет автор Кристина Катаконова. Кристина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Мы в этом году открыли новый проект «Дом Деда Мороза». И для
для детишек мы представили новую уникальную программу, которая будет удивлять гостей, удивлять малышей и радовать всех горожан. Сегодня мы собрали самый свой первый показ, выступление наших детишек, которые нуждаются в таком представлении. Это детишки, не хочу говорить, что они особенные. Мы их собрали со всего города Якутска. У нас была программа WhatsApp-группа «Наши солнышки» и наш председатель, у которой есть свой тоже инклюзивный центр «Ребус», она собрала нам детишек в количестве 40 детей, и детишки сегодня радуются всему, что у нас происходит. У нас Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик, это я. Это проект называется «Дом Деда Мороза». Она находится в усадьбе Атласовых. Спасибо Атласовым за то, что предоставили нам такую возможность, такое красивое здание, 12-гранный домик, в котором Снегурочка украсила здесь все по-новогоднему. У Деда Мороза есть своя кровать, есть свой письменный стол, есть стол для угощения детишек, есть место, где проводится мастер-класс, где детишки сами своими руками готовят себе елочные игрушки. Наш проект «Дом Деда Мороза» принимает маленьких детишек с сегодняшнего дня до 14 января. И 10 часов, 12 часов и 14:00 есть специальный наш уникальный проект «Обед с Дедом Морозом», где детишки покушают с Дедом Морозом. Снегурочка будет рассказывать, как вести себя за столом, манеры. Там могут прийти все детишки, хоть 1 класс, хоть 7 класс, хоть 11 класс. Думаю, будет всем интересно. Спасибо. Организаторы надеются, что ребята получат массу впечатлений, которых хватит на целый год. А до Нового года сюда пригласят еще ребят из других организаций. И может вообще любой желающий подойти, записавшись. Так что поверить в чудо сможет еще не один десяток малышей. Сергей? Сергей, спасибо. Я напомню, Саргалана Федорова сейчас находится в доме Деда Мороза в Якутске. И в завершение о погоде сегодня в крупных городах Якутии. В Алдане минус 18 градусов, облачно, идет снег и ветер 3 метра в секунду. В Ленске чуть теплее, минус 13, облачно, ветер 2 метра в секунду и тоже идет снег. Облачно и в Мирном, там минус 26 градусов, ветер 2 метра в секунду. А в столице Южной Якутии Нерюнгри солнечно, минус 21 градус, штиль. А в Якутске минус 38, облачно, ветер 1 метр в секунду и без осадков. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.